Ассаламу алейкум. Так, уважаемые зрители, вот мы получили электронную версию статьи Мудрока. Если помните, мы рассказывали про Олега Мудрока и его исследования несколько лет назад. Вот он. Это действительно первое точное письмо, с которым И он рассказывал А про вот древние датировка надписи. вот этого Маяцкого городища. это Примерно такая. датировки. На нашем канале надписи, Асгард они ТВ. начинаются с, там огромный пласт территории, там, то есть Поволжье, включается Кубань. Маяцкое городище — это верховье Дона, где у нас написано эти лошади. Итак, вот его статья. Это значит Так, от мы ее Волги распечатали до сейчас. Дона и Можем Кубани, сейчас ее везде. прочитать. Донец. Так, сейчас отключим звук и посмотрим, что он пишет. Вот основной корпус восточноевропейской руники, дискуссия Мудрок. Так, название руническое, в некоторой мере условно. Так, распространена в одиночной надписи бассейна реки Камы, Среднего Поволжья, на юге. Это истоки Кубани, в центре бассейны рек Дон, Донец и частично Среднее Поднепровье. Также стало понятно, что особое письмо надписей Панонии Трансильвании является одной из модификаций этой восточноевропейской руники. По данным археологов, все эти памятники датируются с последней трети первого тысячелетия нашей эры до первых веков второго тысячелетия. Так, вот страница 297, и тут он пишет, что были обнаружены вкрапления на нахском, точнее войнахском или чечено-ингушском языке в этих работах. Так, сейчас мы посмотрим. Итак, донские надписи на обломке мелового блока крепостной стены. Вот изображена косуля, и вот надпись есть. И эта надпись расшифровывается на чеченском языке Лукасуля. Вот расшифровка идет. Так, посмотрим еще, что тут можно найти. Так, вот еще одно. Маецкая 6 на меловом блоке крепостной стены. Вот изображены лошади и видны надписи. Вот увеличенная надпись. Вон, Дуни, Шири. Так, коренастый. Вот расшифровывается на чеченском языке. Чеченский, вон, плохой. Там, Дин, лошадь, конь верховой. Вот, пранахский, так скажем, провойнахский, чечено-ингушский. Чеченский, звертела, щира, широкий. Ну, в общем, тут очень много страниц. Большой труд, 297. Первая страница 296 начинается и заканчивается это где-то более 300 тут страниц. Там 420. Так, это более 100 страниц работы. Итак, где же находится эта Салтово-Маяцкая археологическая культура? Вот она. Салтово-Маяцкая культура. На юге России и юго-востоке Украины находится эта культура.
Так, а вот плетневые работы от кочевий к городам. И как раз таки, по-моему, те самые лошади изображены тут. И вот те самые надписи мы можем видеть на этом камне, меловом блоке. Так, сейчас мы откроем карту, где они распространены. Итак, открываем. И вот видим Азовское море. И вот река Дон, Донец и его притоки. Откроем еще одну карту с нахождением памятников археологической культуры Салтово-Маяцкой. Вот видим мы итак, то, что на Дону жили чеченцы, было еще известно из армянской географии 7 века. Итак, вот армянская география 7 века по Рождеству Христову, приписываемая Моисею Хоренскому. Итак, открываем раздел Азия. Так, вот мы занесли данные Нахчимат. И вот следующие народы живут в Сарматии. Это царственные сарматы, ипофаги и нахчиматьяны. Так, идем следующий. Нахчиматьяны. Вот еще. И сейчас третий. Вот нахчиматьяны. Вот что пишут. В именах Сармат, Саврамат, Яксамат, Хачматак слог мат имел, вероятно, какое-нибудь значение. Может быть, земли, страны, пишет он. То же самое встречается у автора в имени народа Нахчиматьянг. Окончание янг у армян этническое. Остается имя Нахча. В таком виде мы встречаем это имя у чеченцев, которые до сих пор называют себя Нахчи, то есть народ. Смотрите Дубровин. История войны на Кавказе. Том 1. Страница 369. Итак, источник у нас есть. Многие сомневались в том, что нахчиматьяны — это предки чеченцев. А вот новый список армянской географии. Опубликованный вот Вослит Инфо. Да. Средневековые исторические источники Востока и Запада. И вот тут из нового списка географии, приписываемой Моисею Хоренскому. Заносим Нахчимат. Поиск нажимаем. И так находим. Так. Нахчиматьяны, царственные сарматы, ипофаги. К западу или у устьев от Танаиса живут, как видим, нахчиматьяны, западнее Дона. Итак, вот у нас карта, атлас школьный, где размещаются эти народы. Как мы говорили, это царские сарматы, сарматы царские, сарматы гипофаги. Как видим вот тут в тексте. Царственные сарматы, гипофаги, и к западу от них, или у устьев от Танаиса, живут
нахчиматяны, то есть чеченцы. Нахчи. Это атлас. Издательский дом Трофа. Вот, исторический атлас школьника. Итак, мы можем вот видеть, что они должны жить вот где-то тут. Вот Танаис река. Это Ростовская область и Восточная Украина. Вот эта территория. Здесь где-то они должны быть. Вот мы изобразили на карте примерное место, где они должны были жить. Об этом мы писали еще в 2010 году в своей статье, которая опубликована на нашем сайте novchanakhnarod.ru и которая была опубликована в материалах международной конференции в Карачаево-Черкесии «Асы и Аланы в этнической истории Кавказа», по-моему, называлась. Так, вот наш сайт. И в разделе статьи, вот наш сайт, можете зайти на него, посмотреть. И в разделе статьи, вот статьи, так, вот тут Сармат и Саврамат. Вот в этой работе мы как раз об этом писали. Сейчас поисковики набраны. Поищем. И вот так. В армянской географии 7 века среди народов Северного Кавказа западнее Двалаланы и других названы нахчиматяны. В другом списке той же географии они указаны к западу от Танаиса. Соответственно, чеченцы жили в тот период по этому источнику не только на Кавказе, но и в Восточной Европе, западнее Дона. И вот расшифровка ученых Бешириева, Вагапова, Джавахашвили, который считал,